Продолжаем эфир нашего канала выпуском новостей. В студии Василий Раченко и коротко о главных темах. Работу межрайонных такси ограничат в Якутии. Более 100 человек выписались из якутского обсерватора. Якутдорстрой занят водоотведением в столице. Россия вынуждена принимать меры, адекватные складывающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России. Президент сказал, что мы видим, как меняется ситуация в мире, как это влияет на мировую экономику, как отражается на работе промышленных предприятий, как меняется работа транспортных предприятий, энергетики, других отраслей. По словам Путина, принятые в складывающейся ситуации меры существенным образом влияют на обычный порядок жизни миллионов людей. Одно должно оставаться неизменным. Нужно гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и внимательно анализировать все, что происходит вокруг нас, с тем, чтобы национальные интересы России были надежны и абсолютно обеспечены, завершил российский лидер. За минувшие сутки 2 человека вылечились от коронавирусной инфекции, но вместе с тем 3 анализа показали предварительно положительный результат на COVID-19. 1 человек был выявлен в Ленском районе и 2 супругов в Алданском районе Якутии. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал глава региона. Айсан Николаев отметил, что накануне в режиме видеоконференц-связи провел совещание с участием главы Ленского района, а также глав соседних районов Мирнинского и Сунтарского. Он ознакомился с ситуацией на местах, дал ряд рекомендаций. Айсан Николаев отметил слаженную работу руководства Ленского района. К началу этого дня были выявлены все контактные лица. У них произведен забор анализов на COVID-19. Человек, который прибыл из Армении, житель Российской Федерации, он был с самого начала самоизолирован. Находился с женой на самоизоляции, но и по предварительным данным, вот еще раз говорю, у него положительный анализ вчера дал, круг лиц по нему полностью установлен, практически у всех уже анализы взяты, сейчас вот заканчивается уже забор анализов, и мы думаем, что ближе к вечеру сегодня по значительной части контактов мы получим уже результат. И хотел бы отметить, что в Ленском районе вот меры, которые принимает администрация района после совещания, которое я вчера провел по видеоконференции, на мой взгляд, вполне такие адекватные и достаточно своевременные. Касаемо Алданского района, предварительно инфицированным коронавирусом было выдано предписание находиться дома на самоизоляции. Однако есть все основания полагать, что предписание было нарушено. И один прилетевший, не выдержав 14-дневного срока нахождения дома, вышел вместо массового скопления людей. Вместе с тем у нас есть сегодня информация о том, что режим самоизоляции, по крайней мере, одним из супругов был нарушен. И он находился на центральном рынке города Алдана. По информации, полученной с камер видеонаблюдения. Конечно же, учитывая то, что они являются оба супруга работниками вот этого рынка, это сразу ставит под большую, достаточно серьезную опасность уже многих людей, которые могли на этом рынке в это время находиться. Сейчас поэтому мною дано поручение строгое главе района убыстрить мероприятия по закрытию рынка, по выявлению лиц, находившихся на рынке, по самоизоляции этих лиц. К сожалению, здесь хочу сказать, что вот в Алданском районе действия, на мой взгляд, предпринимаются недостаточно быстро. Вот уже сейчас у нас время 11 часов, рынок, официального решения о закрытии рынка и о самоизоляции лиц еще пока не выпущено. Межрайонное сообщение будет ограничено. Айсан Николаев в ходе брифинга сказал, что автозимники подходят к закрытию, а межрайонные перевозки представляют большую опасность распространения инфекции по региону. Поэтому для уменьшения риска движение межрайонных такси будет ограничено. Все-таки в связи с наступлением сейчас уже распутицы, с закрытием переправ ледовых, мы будем принимать решения также по ограничению работы межрегиональных такси. Межрайонных такси, потому что сейчас уже дороги такой большой уже не будет, и, соответственно, все-таки достаточно, как сегодня говорят мне специалисты, серьезная опасность нам уже начинает доставлять вот возможность распространения этой болезни через межрайонные такси. Вот даже вот в случае вчерашних и по Алдану, и по
Ленску у нас как раз задействованы межрайонные такси, которые доставляли вот этих зараженных людей из Мирного в Ленск и из Якутска в Алдан. Соответственно, вот такое решение мы тоже в ближайшие дни примем, чтобы оно уже на следующей неделе начало работать. В обсерваторе города Якутска на сегодняшний день находится 14 человек. Это в основном приехавшие в столицу республики граждане России. Важно различать обсерватор с инфекционным отделением, который в случае с Якутском находится в республиканской клинической больнице. Там содержат людей, у которых подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. Обсерватор – это прежде всего 14-дневная изоляция. Помимо медперсонала работают 15 волонтеров. Они кормят находящихся там, убирают и дезинфицируют помещения. Доставка в обсерватор организована силами эвакуационной бригады в составе 22 человек. Это врачи и медперсонал среднего звена. Они по списку Роспотребнадзора выезжают по адресам и доставляют контактировавших людей. С начала пандемии в обсерватор попало 124 человека. Подавляющее большинство из них уже выписались. Обсерватор «Сосновый Бор» был развернут 18 числа прошлого месяца. Вот, штатное расписание 32 человека штатного расписания и 15 волонтеров работает. Ну, в первое время работы было очень много. Сейчас, когда полный штат был набран и волонтеры пришли, конечно, чуть полегче стало. Вот. Все. Работа всех предприятий, кроме тех, которые смогли организовать доставку, приостановлена в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Об этом, а также обеспечении дистанционного обучения нам рассказал глава территории. На сегодняшний день на территории муниципального района Мегино-Кангаласской УС действует режим повышенной готовности. Приостановлена деятельность всех предприятий, независимо от форм организационно-правовых форм собственности, кроме служб доставки. Дистанционное обучение УЛУСа организовано через АИС «Сетевой город образования», образовательные платформы Я-класс, Яндекс Ученик, Учи.ру, РЭШ и социальные сети. Городские службы столицы ведут противопаводковые мероприятия. Компания «Якутдорстрой» работает с водоотведением улично-дорожной сети, которая включает очистку водоотводных лотков от наледи с грунтом и очистку снега. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Зима в этом году выдалась снежная. По сообщению городских служб, снега в этом году было вывезено порядка 500 тысяч кубометров. Это почти на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. Сейчас в основном ведутся работы по пропарке водоотводных лотков, труб и переходов. Горячей водой под давлением режут лед, чтобы в воде было куда уходить. В городе легче, там лотки хорошие сделаны. Все, там снега вот такого нету, как частный сектор вывозит все за ограду, в лоток все бросают, пакеты бросают, бутылки пустые бросают, все. В городе легче работать. А вот в такие объекты, как вот Строительная улица, вот где частный, в общем, сектор, Ильминская. Вот, там тяжело работать. И песок там, и гравий. По сообщению «Якутдорстрой» в городе Якутске 44 километра водоотводных лотков. На сегодняшний день из них пропарено около 10 километров. Пропарку труб и переходов начались с 1 апреля, так как температурный режим не позволял раньше начать. На данный момент у нас работают поливомоечные машины 16 единиц, пропарочные машины 6 единиц и 40 человек дорожных рабочих. Чтобы вода могла уйти с улиц, водоотводные лотки должны быть чистыми. Но для того, чтобы работа проходила быстрее, самим горожанам надо не создавать рабочим дополнительных препятствий. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Продолжаем рассказывать о работе волонтеров в период пандемии, о том, как организована помощь в городе-герое Севастополе. Узнаем у нашего крымского СОБКора Дениса Тишина. Николай Лушкин называет себя альтруистом. Он любит помогать людям и делает это с нескрываемым удовольствием. Недостатков в заказах у Николая нет. Порою за день он делает доставку по 20 адресам. Выручают коллеги с личными автомобилями. Выделяют транспорт и районные администрации. Я даже с утра встаю, просто мне не хочется спать. Я встаю и сразу бегу это все делать. Мы сидим, не считаем часы до конца рабочего дня. Мы просто делаем.
По словам Николая, люди по-разному реагируют на помощь. Кто-то грубит, другие недовольны содержимым продуктового набора. В него, кстати, входит чай, сгущенка, пачка риса, печенье и туалетная бумага. Недавно Николая Ложкина вызывали в роскошный коттедж, но приходилось встречаться и с ужасающей бедностью. Недавно ездил на доставку, и были люди, которые едят картофельные очистки. Вот им реально нужна помощь, и мы им потом дополнительно довезли еще парочку продуктовых наборов, потому что люди, они не живут, они выживают. Елена Шингареева тоже волонтер штаба «Мы вместе». Она работает в колл-центре, расположенном в помещении медиацентра «Севастополь». Сюда звонят севастопольцы, нуждающиеся не только в продуктах или лекарствах, но и в психологической помощи. Прежде всего мы пытаемся помочь им, в плане того сказать, что на самом деле все хорошо, мы обязательно им поможем в их ситуации и поддержим. Волонтерский штаб «Мы вместе» был создан 20 марта по поручению главы Севастополя Михаила Развожаева для адресной помощи людям старшего поколения. В первые же дни работы штаба волонтеры столкнулись с огромной нагрузкой. На каждого специалиста приходилось от 600 до 1000 звонков, а количество выполненных заявок доходило до 2500 в день. Спустя 2 недели этот показатель снизился более чем в 2 раза. На данный момент у нас есть несколько направлений. Это доставка еды и приобретение продуктового набора. Это непосредственно медикаменты, вынос мусора, выгул домашних животных. Также наш колл-центр консультирует непосредственно граждан по записи в профильные учреждения и так далее. С 8 апреля штаб начал помогать севастопольцам, работающим неофициально. Сейчас в колл-центре в 2 смены работают 70 волонтеров, а на доставке около 300 человек. Однако, чтобы помочь всем нуждающимся, этого количества все равно не хватает. Поэтому волонтерский штаб «Мы вместе» и добровольческое движение «Сердце Севастополя» объединили свои усилия в общем благородном деле – помощи людям. Денис Тишин, Севастополь. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь на нашем канале.